Добрый вечер. Молодой человек, вас звать? Никита. Никита. Константин. Вы можете продемонстрировать свое искусство творчества? Чем вы занимаетесь? Занимаюсь гончарным делом. Это ваши работы? Да, это мои работы. Керамика. Так, что с чего начинается? Белая глина начинается с того, что мы готовим глину. Готовим глину. Переминаем, взбиваем, убираем пузыри, убираем комки, если они есть. И делаем шар. Делаем шар. То есть что-то такое подобное. Взбиваем глину. Дальше закрепляем глину на гончарном круге. После этого нужно отцентровать глину. Процесс центровки. Вот это да. Слушай, снимай зрителей. У нас такое удивление было, что ты нас не снимаешь. Так, вы, Никита, пожалуйста, комментируй, что... Сейчас центруем кусок глины. То есть сначала отцентровали. Да, чтобы он ровно вращался, из него можно было сделать какое-либо изделие, нужно его отцентровать. Сейчас уже кусок достаточно отцентрован. Проделаем отверстие для изготовления будущего изделия. Так, вы скорость увеличили или уменьшили? Сейчас уменьшаем скорость для этой процедуры. А в качестве двигателя у вас что используется? Мотор от стиральной машинки может использоваться? В теории может, А на практике? на практике может. Так, и еще Сейчас растягиваем будущий. называется растяжка, да? Да, можно просто назвать это растяжкой. Конечный продукт будет что с собой представлять? А это уже зависит от фантазии. Из этого вот эта заготовка классическая превращается дальше в цилиндр постепенно. И из цилиндра дальше мы получаем уже формы разные, вот как здесь представлены, например. И в горшок либо. То есть хоть что, да, можно получить будет? Да, то есть цилиндр базовая форма. Базовая форма. Получаем уже конкретное изделие. Это требует усилий, да, вот так вот вы сжимаете сильно. Да, зависит от песка, зависит от глины, от пластичности глины. То есть здесь А достаточно. что, какая-то белая глина? Они Это белая глина, классическая. В данном случае виджер А где вы берете глину? по-разному. То есть это гжельская глина используется. Используется вот эта импортная глина немецкая. А гжельскую глину вы сами добываете или как-то вы ее покупаете? То есть она очищенная какая-то, да? получается? Гончарная глина, да, приготовленная уже. импортозамещение. Нет, почему нет? Вытягиваем стенки сосуда. Вытягиваем стенки, да? Губкой, пальцами. Чуть уменьшаем скорость. Здесь можно постепенно уже расширять. Получая какую-то форму. Придумали форму? Сейчас это такой экспромт.
Вы самоучка или где-то, Я учился где вы учились? Строгановского мастера, мастерских мозг, Перова. А вы давно этим занимаетесь? Занимаюсь 5 лет. Потрясающе. Это дает какую-то возможность прожить на ваше вот занятие? Возможность дает. Или- Ну, это же такое ремесло. Требует, естественно, кроме таких усилий, вот, например, физических и вот разных прочих других творческого вообще подхода такое дело. Конечно. Ну и вложения каких-то, да? Потому что глина там... Естественно, глина. А потом надо обжигать ее. А потом глина проходит обжиг. Утильный обжиг. В зависимости от типа глины, там, на 1000 градусов, 200 градусов. Для легкоплавки масса 700 градусов. А у вас есть печь, где вы обжигаете? Так, печь есть в мастерской. Собственно, и происходит в цеху. Обжиг. Хорошо. Понятно. Цеха. Вы скорость вращения, да, регулируете? Да. Это дело, конечно, требует концентрации. Ну да, мы тут смотрим в 4 глаза или там во сколько, в 12 глаз. Так, а то Наверное, принадлежности для чего? И что это за принадлежности? Формирование, собственно, формы масла масляного. Например, вот, если кусок разболтался сосуд, можно, например, срезать. А, вот так, да? Ну, его потом можно же использовать, эту глину, да? Конечно. Да, глина, она тем хороша, что она, собственно, может проходить несколько циклов, высыхать, снова сушить, снова идти, собственно, в производство. И также и с формой, что форму, получая одну, можно менять на другую. Все глины, материал. Так, кто-то выключил энергию. Они у вас после обжига разного цвета. Это от температуры зависит? И розетку. Да, от цвета зависит уже от использования глазури, молока как обработки. А молоко используется? Да, я вот использую молоко, получаю Это вот такой здесь, да? коричневый цвет. Вот эти, да, молоко? Да, от коричневого до Какое черного, обычное угольного. молоко? Молоко, да, в зависимости от, собственно, процента жирности, от других факторов, от обжига, от температуры обжига, от времени интервала. Оно дает разные совершенно эффекты. Да, красота. А вот эти инструменты, они позволяют, например, срезать низ, как вариант, здесь вот подрезать глину Уже все готово, да? лишнее. Я думаю, уже готово. Сделать ножку, Ножку? ну, например, ножку. Или просто подрезать, сделать красивую внизу форму. А что, ножку можно сделать узкую-узкую, вот сейчас прямо из этой штуки? Да, можно даже сейчас сузить. Можно внизу, сделать чарку из нее? сделать Чашу так вот, такую? сузить, сделать такую ножку. Ага. Потом еще немножко расширить, чтобы стенки были по всей высоте, достаточно равномерно. Интересно.
Это очень интересно, но давайте будем заканчивать. Почему? Буду... Минимизируем процесс, чтобы видео не было затяжным. Оставим примерно вот такую работу. Ага. Еще, конечно, существует много разных способов декорирования. Например, банально можно просто на гончарном круге, собственно, сделать такой минималистический, но симпатичный узор. Вот прям Покажите. буквально вот такой вот палочкой. Такой палочкой Прикасаясь, делаем что? мы делаем, например, линию. Две линии. Делаем такой вот, например, какой-то узорчик. Получается. А эти же вы и режете, да, или нет? Или Потом, когда другим режете? высыхает, получается уже готовый узор. Вот так. Вот как здесь, да? Да, получается. Ну-ка, Никита, покажи. Да, вот он. Так, вот такой узор получается. Молодец, Никита. Здесь, конечно, можно еще подровнять. Так, а ручки как делаются? Вот эти. А ручка вытягивается. Ручка Уже отдельная в история. стационаре, когда не крутится? Да, в деле останавливается, естественно, вытягивается ручка и приклеивается на шликер. Шликер это такая жидкая глина, которая уже почти что как работает как клей. Ее можно приклеить. потом Так, после обжига. Никита мастер, это будет один тег, метка. Так, еще какие теги поставить? Теги поставить, молочение. Молочение. То есть процесс обжига декорирования керамики это молочение в данном случае. Вот, Так, например, а ставлю. фамилия у Никиты? Жоголев. Через Жоголев. Жоголев. Так, город? Город Москва. Город Москва. Ничего, сегодня уже можно выложить. Красота, я просто не очень представляю, как здесь ручки сделать. Так, молодец, Никита. Мастер, золотые руки.